Всем привет! Я Лизана Слепцова, коренная якутянка. А еще я ваш проводник по моему родному городу. У меня есть 15 минут, чтобы влюбить вас в Якутск и показать город с совершенно другой стороны. Поехали! Якутия – самый большой регион России, который занимает 5-ю часть страны. Регион богат не только своими золотыми и алмазными запасами, но и экологией и динамично развивающимися IT, кино и геймдев-индустриями, что позволило нам обойти Москву и Санкт-Петербург и стать самым креативным регионом России. В Якутии проживает 1 миллион человек, при этом в Якутске живет почти 390 тысяч. Средний возраст 35 лет, климат резко континентальный. Лето короткое и жаркое, зима холодная и снежная. Якутск предлагает отличные условия для работы. Средняя зарплата 100 тысяч рублей. Особенно привлекательны специалисты в логистике, продажах и рабочих профессиях. Якутия привлекает тем, что здесь целых 52 дня отпуска, почти 2 месяца. Пенсия на 5-10 лет раньше, особенно для многодетных мам. Рабочие недели всего 36 часов для женщин. Зарплата автоматически выше, плюс 40% и до 80%. Северная надбавка. Молодежь до 35 лет получает максимум надбавок всего за 2,5 года. Даже приезжие быстро адаптируются. Первые надбавки плюс 10% каждые полгода. Это делает Якутск не только местом для жизни, но и городом возможностей. В Якутске активно развивается малый бизнес, начиная от традиционных ремесел до современных стартапов. Для их поддержки создан маркетплейс «Сделано в Якутии», где напрямую можно заказывать местные товары, начиная от сувениров из бивня мамонта до местных деликатесов. Зарегистрироваться может любой местный бренд. Начинающие предприниматели получают поддержку в акселераторе B8. Регулярно проводятся демо-дни, где команды презентуют свои разработки, а инвесторы выбирают перспективные идеи для вложений. Ну и, конечно, один из самых значимых проектов в Якутске – «Квартал труда». Это место, в котором размещены самые яркие представители креативных индустрий. Триггер такой, что предприниматель говорит, да не помогут мне, а мы вот мой бизнес, там, взяли рекламу раз, там, видео сняли и так далее, можно брать. А мой бизнес дает бесплатную рекламу, просто надо заявку подать. Вот сейчас мы находимся в IT-парке, здесь больше 100 компаний, но нужно работать, нужно развиваться, нужна новая кровь. К нам должны приехать специалисты, работать и развивать регион. Приходите к нам, прилетайте, давайте дружить, работать. В Якутске сильнейшие школы России. 3 из них вошли в топ-100 страны. Например, физико-технический лицей имени Ларионова с углубленным изучением наук. Технический лицей Алексеевой, где полная школьная программа реализуется за 4-5 лет. И республиканский лицей-интернат, где вторым языком является китайский. Отдельно отмечу Международную арктическую школу с медицинским уклоном и школу номер 39, которая открылась совсем недавно. В Якутске 28 колледжей, где каждый сможет найти специальность по душе, потому что направления очень разные. Например, можно стать пилотом в Якутском авиационном техническом училище гражданской авиации имени Гришукова или дизайнером одежды в колледже креативных индустрий АЭР Устар. Везде есть бюджетные места. Дополнительно в Якутском сельскохозяйственном техникуме реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Если вас интересует высшее образование, то в Якутске 9 вузов, 2 из которых входят в федеральную программу «Приоритет-2030. Дальний Восток». Первый – Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Здесь обучаются более 19 тысяч студентов из 58 регионов России и 35 зарубежных стран. Есть уникальные специальности, как физическая медицина, цифровой город и медико-профилактическое дело.
Второй – Арктический государственный институт культуры и искусств. Представьте, здесь готовят ювелиров, дизайнеров, музыкантов. Подобного учебного заведения за Уралом просто не найти. Всегда нужно помнить, что мы являемся частью мирового кинематографа, и, скорее всего, многих подкупают наши фильмы человечными историями. Они универсальные и понятны абсолютно везде. Возможностей на самом деле достаточно. Даже на своем примере я могу сказать, что я очень многих молодых ребят без опыта могу пригласить к себе на съемки, чтобы они вот это все увидели изнутри. И многие, вот, придя условно с улицы, сами потом выбирают, в каком направлении развиваться. И я думаю, возможностей найти работу в кино у нас достаточно. Город разделен на 9 районов. Самый престижный – Центральный, Октябрьский район – спокойный и спальный. Но на самом деле я рекомендую выбирать район от вашего места работы. Например, если вы работаете в аэропорту, то искать лучше квартиру в Гагаринском районе. Цены вас порадуют. Новостройки от 7 миллионов на окраинах до 9,5 миллионов в центре. Вторички от 650 тысяч рублей за небольшую квартиру и до 5-6 миллионов за квартиру побольше. Аренда 25-35 тысяч рублей в месяц. Плата за коммунальные услуги составляет 5-6 тысяч рублей в месяц. У нас действует отличная программа поддержки покупки жилья «Дальневосточная ипотека». Можно взять до 9 миллионов под 2% годовых на 20 лет. Первый взнос от 20%. Подробнее смотрите на сайте. Студенты живут в общежитиях от 1300 рублей в месяц. К 2030 году построится новый современный межвузовский кампус с учебными корпусами, спортзалами и даже бизнес-центром. Каждый россиянин может получить бесплатно 1 гектар земли на Дальнем Востоке, включая Якутию, и использовать его по своему усмотрению. Если брать стандартную какую-то ипотеку или какие-то стандартные истории, то, конечно, для какой-то семьи это может быть и 30, и 50 тысяч в месяц. Когда ты берешь, допустим, ДВИ, то там минимальная переплата 12-15 тысяч рублей в месяц мы оплачиваем за ту ипотеку. А у нас классный большой дом, большой гараж. Я считаю, что с такими возможностями, конечно, гораздо легче и детей растить. То есть чувствуешь себя увереннее, что ты сможешь, скажем так, эти финансовые нагрузки все спокойно закрывать за счет своей обычной работы. Здесь минус 50 зимой. Поэтому здесь нужно строиться очень хорошо, качественно. И это требует денег. Но когда ты имеешь такую возможность, это очень круто. Если вы думали, что мы катаемся на оленях, собачьих упряжках, спешу вас расстроить. Лично я предпочитаю ездить в теплом автобусе. Мы активно обновляем автобусные парки и к 2026 году планируем полностью заменить старые модели на современные. И для комфортного ожидания автобуса в городе устанавливаются теплые остановки. Сейчас их около 60, а к 2026 году будет более 100. Зимы у нас суровые, но якутяне давно научились с ними справляться. Вот местные лайфхаки для автовладельцев при погоде минус 40. Можно снять аккумулятор и занести домой, арендовать теплый гараж или купить тент Наташа. Так у нас называют портативные гаражи. Кстати, о личном транспорте. В Якутске новые автомобили можно купить от 800 тысяч рублей. Автомобили более позднего года выпуска от 2,5 миллиона рублей и выше. А еще о хорошем. Программа «Семейный автомобиль» дает скидку 35% льготным категориям. А если нет своей машины, то такси по городу обойдется в 250-400 рублей. Кстати, за качеством трасс следят и к концу этого года обновят более 80% дорог Якутска. Голодным в Якутске точно не останетесь. В городе много кафе и ресторанов, но по вечерам во всех топовых местах полная посадка. Советую бронировать столики заранее. Обязательно попробуйте два наших фирменных блюда – строганину из сырой свежемороженой рыбы и главный якутский десерт – кюрчах. Это взбитые сливки с жирным молоком, сахаром и ягодным вареньем. Ужин в хорошем ресторане на двоих обойдется около 2500 рублей. А если хочется перекусить быстро, кофе с собой стоит 250 рублей. Продукты можно купить в сетевых магазинах или на шумных рынках. Там вы найдете и оленину, и рыбу, и другие северные деликатесы. В
Якутске достаточно развита медицина. Здесь проводятся уникальные операции высокой сложности в трансплантологии. У нас работают Национальный центр медицины, круглосуточный травмпункт, 5 поликлиник с филиалами и около 50 частных клиник. При этом записаться к врачу просто через госуслуги. В городе созданы все условия для активного образа жизни. Каждый второй житель регулярно занимается спортом. В каждом районе есть современные спортивные площадки, а также уникальные спортивные центры, как стадион Туймада и центр Мадон для национальных видов спорта, которые помогают поддерживать форму круглый год. Особой популярностью пользуется хавсагай. Это такая якутская борьба, а также проводятся лыжные гонки и хорошо развита культура фитнес-клубов. К 2031 году Якутия планирует войти в топ регионов по продолжительности жизни. И что-то мне подсказывает, что это у нас точно получится. Якутск – идеальное место для детского развития. Только представьте, 9 детско-юношеских спортивных школ с бесплатными секциями от художественной гимнастики до национальной борьбы хавсагай. Наш стадион Туймада и центр Триумф воспитали ни одного чемпиона. Для юных гениев технопарк «Кванториум» с робототехникой и 3D-моделированием. А творческих детей ждут во дворце детства. Тут и цирковая студия, и мастерские, и даже свой театр. Кстати, билет на детский спектакль или цирковое представление стоит от 800 рублей. Отличный повод для семейного отдыха. Ну а если нужно просто весело провести время, то в городе много разных развлечений на любой вкус. В Якутске каждый найдет чем заняться, город активно развивается. На озере Талая появилась красивая набережная с мостом, лодочными станциями и зонами отдыха. А для развлечений отлично подойдет парк культуры с аттракционами. Если вы цените искусство, то обязательно сходите в Саха академический театр. Он 4-жды получал золотую маску. Для любителей активного отдыха работает Юрдель-парк с зиплайном и веревочным парком. Если захочется на природу, то советую съездить к Ленским столбам. Это потрясающее место, где скалы образуют каменный лес. Летом в Якутии особенно красиво. Можно попасть на рок-фестивали, отправиться в сплав по реке или исследовать природные достопримечательности. Например, священные горы Киселях, Тукулана-Махатта или хребет Черского. Зимой работают катки, а для любителей истории открыт единственный в мире музей мамонта. И здесь хранится лучший по сохранности образец мамонта. Одно из потрясающих мест для любителей классического искусства – Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. В музее представлено якутское классическое искусство и современные экспозиции. Приходите, вы точно не пожалеете! А если летом стало слишком жарко, приходите в Царство вечной мерзлоты – уникальный музей внутри горы Чачур-Муран. Здесь даже в июльскую жару температура держится около -4 градусов, а вокруг ледяные скульптуры, палеонтологические находки и настоящий ледяной трон повелителя холода Чусхана. Это место подарит вам ощущение настоящей зимней сказки в самом разгаре северного лета. Якутск – город, устремленный в будущее. Уже сегодня Якутск комфортен для жизни, а к своему 400-летию в 2032 году он преобразится до неузнаваемости. Это место, где традиции встречаются с прогрессом, создавая уникальную атмосферу. Приезжайте, будем с соседями. Жду вас в Якутске. Видео о других городах и больше информации о Дальнем Востоке смотрите на сайте дальневосток2030.рф.